в этом. Еще что мы пишем? Определяете, где какая зона будет, где ваша основная рабочая зона, где у вас будет, где да. какая зона. Потому что нужно предусмотреть зону для отдыха, тем более у вас особый контингент, значит, соответственно, вы даете определенное место на отдых. Поэтому разделяете вот эту всю площадь, а у вас это все в одной же комнате, тоже разделено уже, да? Все разделено. У нас есть зона, где заходишь в раздевалку, мы еще там не сделали, там у нас будут шкафчики, потом перегородка у нас идет гримерка, где будут 2 гримерных столика стоять, и зона будет, где, ну, скажем так, для директора, да, ну, там небольшой. маленький столик, компьютер, ксерокс, там, прочее, ну, вот такое. Потом у нас 2 входа на сцену с правой и с левой стороны, у нас даже 2 входа, у нас один вход для актеров, а один вход для зрителей. То есть у нас 2 входа в наше помещение. Ну вот это и есть их схема. Да. Вот всю эту схему можно и нарисовать. Начертить? Начертить, да. То есть вот именно схема и расписать зона отдыха, зона для тренингов, зона отдыха, это где мы чай пьем, имеете в виду? Да. У вас же репетиции проходят, вы же отдыхаете, конечно, где вы отдыхаете. Конечно. Поэтому размещение этих всех зон будет определять эффективность вашего труда. И производительность вашей будет зависеть от этого. Все распределили уже. Ну, тем более, когда вы уже на практике это испытали, вы уже знаете, что вам здесь это лучше, чем отнести это в другой угол. Но мы еще не испытали, мы это в молодежном центре знаем, как испытали на Зиповской, это мы еще у нас ремонт идет. Так, значит, скоро будет новое. Да. Потребность в семье. У вас как такового, так как вид деятельности другой, вы не производите продукцию, а у вас услуги. А почему потребность в сырье? Допустим, это костюмы для декорации. Сырье это то, из чего вы изготавливаете продукцию. Ваше сырье это ваши ребята, сами. это вы сами. Это мы сами. Поэтому мы здесь это не пишем. Как у актера инструмент это он сам, да. Его психотехника, его. А вот то, что вы имеете в виду сейчас материалы, это будут расходы, материальные расходы. Это куда писать? Это вот здесь и писать, да. Что у вас, что вам нужно? Что у вас такое недлительного до года? До года, ну вот костюмы. Костюмы, декорации. Но может быть они не до года пойдут, то есть если репертуарные спектакли, то мы планируем там, допустим, в принципе, они могут быть и такими. Но они могут и износиться, и порваться, и так далее, и тому подобное. То есть у нас что еще? Костюмы, декорации. У вас будут материальные расходы, вот по офису же будут. Да. Вы распечатываете тексты, даете их ребятам учить. Вам нужны картриджи, вам нужно это сюда тоже? Ксерокс и так далее. Да, это все сюда. То есть вот так вот перечисляйте, значит, сели, подумали, что вы используете, какой последователь, вот это все заполняйте, это раздел. Что там еще будет? Просто чтобы было производство. Ну да, вы потом уже сами вспомните. Хорошо, ладно. Затраты на сырье. Допустим, сырье и материалы. Тут я перечисляю. Вот как раз то, что у вас вот здесь есть, это пойдет сюда. Только здесь вы это перечисляли физически, что у вас здесь есть. Ткани, здесь, да, допустим? Да, и здесь у вас все переводится в единицы. То есть ткани, допустим, столько на метр. Да. Вот по этим показателям. Картон столько, декорации, краски столько, да? Вот это все поняла. Административные накладные расходы. У вас там только административные и только, в принципе, прямых расходов нет, потому что это все для производства идет, а вам здесь нужно определить. Административно это будет только ваша заработная плата и заработная плата ваших педагогов. Так, значит, зарплата. Зарплата для руководителя. Да. И все здесь, да? Оплата услуг связи, вот здесь написано, что ну и это, да, у вас, значит, вот у вас зарплата, перечень идет, поэтому перечень. Оплата услуг связи, это имеете в виду интернет? Интернет, телефон, да. Канцеляция, ну тут много чего, охрана, а это прочие накладные расходы. Что здесь может быть? Все, что у вас здесь не вошло в это, которые были расходы по той же рекламе. Вот у вас рекламу, по-моему, отдельно. Да, вот бюджет маркетинга у вас там.
собираете все эти расходы и подсчитываете общую сумму. Бюджетная клиника это бюджетная реклама. Да. У нас там в первых страницах отдельный расчет. Мгм, мгм. Так, а смотрите, если у нас социальный проект, мы не подходим под социальную рекламу, то есть существует же департамент. Существует, но это там трудно дается, это социальная реклама. Но в любом случае вам тогда нужно будет сначала сделать эту рекламу, а потом уже предложить кому-то. Ну, Но социальная реклама предполагает не рекламу вашей студии, а то, что вы делаете по своему содержанию. То есть, что театр, да, вот это будет социальная реклама. Содержание. Поэтому по социальной рекламе вы уже отдельно должны под свой проект показать значимость того, что вы делаете. Не для одной категории какой-то, а именно для населения. Тогда она будет считаться социальной. Ну, у нас же инклюзивный проект у нас. Вот, поэтому да, это обоюдно и для вас, и для зрителей важно. Вы адаптируете не только инвалидов, а вы адаптируете и общество. И общество. Некоторые приходят первый раз в наши спектакли, говорят, мы первый раз такое видим, мы никогда вот даже вот на детские спектакли, детки маленькие, наша младшая группа с синдромом Дауна. И вот настолько трогательные слезы, Иной раз и как бывает, бы зритель больше даже получает, чем сам актер, который... А крайний спектакль у нас был, где Беслан присутствовали с Саидом, там тоже все, мы выходим, мы все зрители в слезах, ну то есть как так. Поэтому этот эффект, это уже будет социальный. А пока у нас о бизнес-плане. Ну и все, в душе. А расчет себестоимости товара услуги. Здесь мы что пишем? Нужно посчитать, сколько стоит ваш спектакль, то есть посчитать сами затраты, которые были на конкретный спектакль. Поэтому ваша продукция является единичный товар, ну так назовем в скобках его, в кавычках. Это спектакль. Поэтому затраты на один спектакль у вас тоже могут быть разные. Вот смотрите, это мы бизнес-план пишем, мы его на год или на сколько? Допустим, сколько я спектаклей планирую поставить для спектакля. И все вот эти расходы на каждый спектакль отдельно как бы... Отдельной строкой вы подсчитываете. У вас же не одинаковые бывают затраты на все. Ну, конечно, некоторые рации разные. Поэтому у вас единичным товаром здесь является спектакль. И по каждому вы планируете, там по месяцам у вас дальше расписано это. Расчет себестоимости товара услуги это вот это. То есть я там пишу, что на костюмы, то есть по тканям, прям по метрам тоже все высчитываю или как? Там дальше есть статьи, по которым вы будете все это подсчитывать. Хорошо. Там статьи идут, и начиная с основных средств, материалы, зарплата, расходы на обслуживание. Хорошо, вот последний сейчас вопрос, и побегу, как раз к среде сделаю это, все. Так, распределение прямых и накладных затрат. Прямые затраты за год. Что здесь мы пишем? Это больше тоже для производства характерно. Для производства? Да, у вас спектакль один, все затраты идут на один спектакль. Поэтому у вас деления на прямые и накладные здесь в принципе нет, потому что ты как руководитель, как режиссер, постановщик, все в одном лице, да, они все тоже будут включаться в этот спектакль. Поэтому тебе это заполнять. Жанна Шамсуддина, мы планируем, дальше. допустим, гастролировать. У нас затраты будут на транспорт, на аренду транспорта, на зарплату, допустим, тому же водителю. Ну, к примеру, да, говорю, это сюда не входит? Это будут накладные расходы. Это накладные Да, расходы? это будут расходы. Всё. Поэтому я говорю, ты сначала посмотри по каждому спектаклю, какие будут затраты, и тогда мы там будем определять, какие затраты у тебя прямо включаются на себестоимость именно этого спектакля. Если у тебя на транспорт идет, ведь ты же по конкретному спектаклю уже эти затраты по транспорту, поэтому в принципе все затраты у вас будут прямые, потому что вы подсчитываете по каждому виду продукции, а вид продукции у вас это такой, грубо говоря. Хорошо. Так, что-то мы хотели записать.